классической музыки. Сегодня для нас настал торжественный день. Претворение в жизнь еще одной идеи – это открытие первого городского фестиваля, посвященного Международному дню пианиста. День пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, набирает популярность в музыкальной среде. И касается он в первую очередь тех, кто имеет отношение к этому прекрасному музыкальному инструменту, как фортепиано. Фортепианная музыка, зародившаяся в XVIII веке, быстро набирала популярность и получила широкое распространение во второй половине столетия после того, как окончательно сформировался сам музыкальный инструмент. Создателем фортепиано стал итальянский клавесинный мастер Бартоломео Кристофори. Официальной датой изобретения считается 1709 год, то есть в этом году фортепиано исполняется 313 лет. История дала миру имена блестящих, великолепных исполнителей фортепианной музыки, каждый из которых внес свой вклад в ее развитие и совершенствование техники исполнения фортепианной музыки. В этот день мы вспоминаем знаменитых пианистов Фредерика Шопена, Ференца Листа, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера, Эмиля Гильельса и многих других. Постепенно складывается традиция организации концертов, приуроченных ко Дню пианиста, который сегодня проводится в России, Белоруссии, Украине, Израиле, Китае и Австрии. 8 ноября превращается в настоящий профессиональный праздник международного уровня, отмечать который могут не только пианисты, но и поклонники фортепианной музыки, ученики, преподаватели и мастера, создающие этот уникальный музыкальный инструмент. В стенах нашей школы впервые проводится городской фестиваль, посвященный этому празднику, и проводится фестиваль в целях пропаганды и популяризации фортепианного искусства. Задачами фестиваля являются приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства, содействие росту творческих возможностей и гармоничному становлению личности, привлечение внимания самых широких кругов фортепианной музыки, способствование распространению традиций фортепианной музыкальной культуры, представление публике молодых исполнителей и создание условий для их участия в концертах фестиваля. И, наконец, укрепление связей и сотрудничества через совместное творчество. Сегодня география нашего фестиваля обширна. В нем принимают участие не только дети из городских музыкальных школ, детская школа искусств номер 1, школы номер 2, высшей школы музыки, но и из города Мирный, Вилюйского, Среднеколымского и Намского улусов. В программе нашего фестиваля научно-практическая конференция, мастер-классы, лекция, концерты и выставки. Разрешите представить почетных гостей фестиваля, жюри научно-практической конференции. Председатель Гаврилева Ольга Ривовна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, доцент, заведующая кафедрой специального фортепиано Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Гусикова. Члены жюри: Халтанова Александра Дмитриевна, доцент кафедры истории и теории музыки Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, кандидат искусствоведения. Слепцов Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международного конкурса. Разрешите передать слово для приветствия главе управы Губинский округ Гулжан Абдыкеримовне Оганеровой. Пожалуйста. Доброе утро.
Доброе утро. Именно отвечая «утро», как приятно начинать с классической музыки. Именно сегодня проводится в стенах замечательного храма искусств не только впервые именно в этом здании, а в целом в городе Якутске городской фестиваль, посвященный Международному дню пианиста. И я уверена, что это проводится по инициативе творческих, инициативных людей, педагогов, учеников детской школы искусств номер 2. Хочу, чтобы сегодняшний день он запомнился юным нашим талантливым пианистам, таким днем, когда они получат опыт от профессионалов своего дела. И чтобы сегодняшний день он помог еще больше влюбиться в музыку и в то дело, которое вы совершаете каждый день. Хочу пожелать успехов, творческого вдохновения. И вот сегодня с интересом, конечно же, я приму участие в научно-практической конференции. Хочу для себя выявить какие-то новые идеи в целом для развития нашего города. Поэтому всем желаю больше смелости, креативности и, конечно же, с таким вот энтузиазмом, с которым вот вы отдаетесь музыке, этот день провести. Спасибо большое, Сергей Иннокентьевич, за приглашение и за такую идею. Честно, я в восторге, потому что сама идея, посвященная Международному дню пианиста, и в таком формате, когда проводится, это дорогого стоит. Поэтому желаю всем ребятам, родителям, педагогам творческого полета, прекрасного опыта, и чтобы все получилось. Удачи! Слово для приветствия предоставляется директору детской школы искусств номер 2 городского округа город Якутск, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Лебедеву Сергею Иннокентьевичу. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги, наши дорогие гости. Действительно, вот как Гаузан Абдикеримовна сказала, утро. Действительно, у нас сегодня замечательное утро для нашей школы. Сегодня прекрасный день, да, мы все очень много к этому дню готовились, да, мы сначала, конечно, как вы знаете, разработали ряд очень нужных документов, это положение, и очень много документов тоже было подготовлено, да, и приказы, и все это согласовали, конечно, мы на уровне управления культуры нашего города, да, очень приятно, что вот Индира Петровна, начальник управления культуры, очень поддерживает нас в этом плане, и вот, пользуясь случаем, конечно, вот хочу поблагодарить ее, и, конечно, Гулжан Абдикеримовну, которая всегда, вот управа Губинского района, никогда не как бы остается в стороне наших мероприятий, да, всегда готовы вот как-то нас поддержать и прийти вот в гости обязательно. Вот, всем большая благодарность, да, вот. И также, конечно, я хочу сказать, вот Наталья Владимировна сегодня утром уже сказала, какие цели и задачи, да, предъявляет это проведение нашего фестиваля. А самая главная задача, конечно, проведения вот научно-практической конференции среди учащихся детских школ искусств, это, конечно, расширение их музыкального, интеллектуального кругозора, да, потому что, ну, обучаясь, заканчивая детскую школу искусств, музыкальную школу, конечно, пианисты, ну, должны владеть элементарными какими-то знаниями, да, они должны знать о выдающихся музыкантах, исполнителей, вот имена которых сегодня уже прозвучали, но как же не знать пианисту, выпускнику детской школы искусств, кто такой Рахманинов, Лист, Шопен, да, Шопен это фортепианные композиторы, пусть даже у Шопена есть, но песни, есть виолончельная соната, но по праву, как бы мы его считаем больше фортепианным композитором. Также, конечно, как же не знать Рихтера, Гиллельса, имена еще других выдающихся, не менее выдающихся исполнителей вы на научно-практической конференции сегодня в докладах послушайте. Я думаю, все мы сегодня, безусловно, получим новые знания, новый опыт. Для нас это важно в любом возрасте, даже вот среди коллег я тоже всегда говорю, да, что учиться никогда не поздно, и никогда не надо как бы стыдиться до этого, что можно на каком-то этапе получить новое какое-то знание. Всех благодарю, все школы, это детская школа искусств номер 1 нашего города, да, которые наши тоже очень верные друзья, мы всегда с ними тоже во всех мероприятиях, да, вот Мария Михайловна, огромное спасибо, что вот тоже очень хорошо поддержала нас, да, вот собрала
своих коллег, учащихся, да, вот, которые вот сегодня очень хорошо принимают участие. И все администрации, конечно, школы. Хатасская детская школа искусств, да, приехали с Хатасов сегодня, да, примут участие в научно-практической конференции и выступят, подготовили не один доклад, да, очень... В связи с этим, конечно, была большая благодарность. И детская школа искусств городского округа Табага. Тоже, представьте, где находится Табага, сколько ехать, приехали с Табаги к нам учащиеся этой школы. Огромное спасибо вот Ларисе Николаевне, директору этой школы, и Христине Николаевне, она сегодня здесь, да, директору Хатасской школы. Всем большая благодарность. Давайте начнем работу нашего фестиваля, конференции, да, вы знаете, в 2 часа у нас мастер-классы проводятся, да, тоже удивительная форма творческой работы, да, в рамках нашего фестиваля. Ольга Ревна будет проводить мастер-класс, я думаю, народу будет очень много, заявок поступило очень много, мы даже вынуждены были сократить, да, вот, программу мастер-классов. И в 3 часа у нас также замечательная лекция по фортепианной музыке Вольфганга Амадея Моцарта, которую проведет Алексей Николаевич. Всем удачи, творческого вдохновения. Давайте будем вместе работать. Спасибо. Слово предоставляется заведующей отделением фортепиано детской школы искусств номер 2 города Якутска, одной из основательниц проекта рояля «Волшебные звуки», отличнику культуры Республики Саха-Якутия Екатерине Кимовне Сергучевой. Добрый день, дорогие наши слушатели. И, конечно же, я тоже от своего имени, от имени всех наших коллег фортепианного отделения детской школы искусств номер 2 хотела бы поздравить вас всех с нашим общим праздником. Да? Здесь, конечно, сидят все, кто приобщен к этому празднику, не только преподаватели, которые непосредственно работают, занимаются этим делом, не только дети, которые тоже сейчас вот, обучаются нашему искусству, но и родителям нашим, которые всегда хоть немножко, но все у нас пианисты. Поздравляю вас всех. Ну, я хочу рассказать о нашем проекте фортепианного отделения детской школы искусств номер 2 «Рояля. Волшебные звуки». В 2016 году проект был основан преподавателями теоретического и фортепианного отделения и работает очень активно и продуктивно по нынешний день. Но мы, конечно, полны планов продолжать и развивать этот проект. Руководителем проекта с 2019 года является Чемпурова Диана Ивановна. Так, ну, задачами проекта являются общие, вот то, что сейчас Наталья Владимировна говорила, то, что говорил Сергей Иннокентьевич. Это, конечно же, знакомство с историей создания и развития фортепиано, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся композиторов разных стран и эпох, развитие интереса к классической музыке, привитие музыкального вкуса, удовлетворение потребностей в признании, успехи для исполнителей, что очень важно для наших юных музыкантов, которым, конечно же, иногда не хватает, да, вот сценического выступления, да, не все дети могут выступать и проходить вот эти большие мероприятия, на концерты, а вот через вот наш проект проходит очень много детей, да, которые могут исполнить свою мечту, выйти на сцену, выступить перед зрителями и показать свое мастерство и свое искусство. Также воспитание музыкальной культуры слушателей, что очень тоже важно. Мы, находясь в каждом учебном образовательном учреждении, замечаем и отмечаем, да, что каждое учебное образовательное учреждение имеет какое-то свое особенное восприятие. Да. Дети некоторые могут очень хорошо слушать, они более-менее подготовлены, да, к тому, чтобы услышать серьезную музыку, чтобы воспринимать и хорошо встречать. А некоторые уже нам приходится воспитывать, да, развивать. И с каждым выступлением мы отмечаем, что становится лучше, и аудитория уже более-менее начинает уже осознанно и воспринимать очень хорошо музыку, да, фортепианную. Социальными партнерами являются средние общеобразовательные школы, детские сады, библиотеки, культурные центры, а также образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Со всеми образовательными учреждениями у нас заключаются договора социального партнерства. Среди наших постоянных партнеров средняя общеобразовательная школа номер 33, номер 31, средняя общеобразовательная школа номер 2, это огромные большие школы, да, нашего города. Также детские сады Кустук, детский сад Парус, национальная гимназия Аика-Гата, в последнее время гимназия Центр глобального развития, да, которая недавно у нас открылась и стали нашими очень добрыми партнерами. Мы с ними заключили еще договор совместного творчества. Да. Также библиотека 3D является нашим постоянным уже, да, помощником, нашей постоянной площадкой для выступлений. Смарт-библиотека также очень активно включилась в нашу работу. И отдельно хотела бы отметить республиканскую коррекционную специальную школу-интернат, да, которая занимается с детьми ограниченного здоровья. Да? Есть дети с ослабленным зрением, с ослабленным слухом, но они у нас до такой степени, мы уже с ними плотно уже сотрудничаем, что вот совсем недавно мы заключили тоже договор совместной работы, творческой работы. Да. Дети выступают у нас не только слушателями, да, но они еще и сами выступают. У них есть музыкальное отделение, они очень активно с нами сотрудничают тоже. Ну, если сказать об основных этапах, это нужно сказать подготовительный. Это когда предварительное согласование места и дата проведения мероприятия. Подготовка концертного номера занимает, конечно, огромное время. Подготовка теоретического материала, да, над которым работают наши теоретики. В последнее время в проекте заняты все преподаватели теоретического и все преподаватели фортепианного отделения. И с каждым выступлением у нас вот есть как бы очередность, и теоретики у нас готовят материал, да, теоретический, и готовят очень интересные презентации, чтобы восприятие было у детей более полным и ярким. Реализация. Это тоже очень важный момент, это важный этап. Ну, конечно, мы знаем, что 2,5 года мы находились на дистанционном формате. Когда дети выходили на площадки, да, на непосредственно, это тоже очень большая работа по организации выезда детей, да, это большое количество детей. И, конечно, в этом огромную помощь нам оказывают родители наши. Да. Они всегда у нас на подхвате, всегда они готовятся и по подготовке тоже огромную работу и помощь оказывают. Также они помогают нам при, конечно же, сценического образа, чтобы мы продумывали все, да. Ага. И третий, можно сказать, этап — это уже видеоотчеты, статьи и анализ по этим выступлениям. Тематика лекций, концертов разнообразная, да. По истории создания фортепиано мы каждый год делаем, да, лекции, концерты. Также тематические концерты по композиторам. По Баху мы обязательно, да, тоже отдельно всегда проводим каждый год. По венским классикам, по современным композиторам, по юбилейным датам мы также проводим, да, какие-то концерты, лекции. Также у нас концерты и лекции бывают посвящены различным датам. Году кино, например, да, у нас был очень хороший выход, да. Году матери тоже было посвящено. Любимая всеми наша ансамблевая игра тоже входит вот в программу нашего проекта. Якутская музыка обязательно тоже каждый год у нас и проходит в тематике нашего проекта. Детские сады выбираются репертуар, близкий для маленького слушателя. Музыка из мультфильмов, детские песни, программные пьесы. Обычно всегда вот в детских садах у нас участвуют учащиеся 1 класса, да, что мы хотим показать, что вот уже через год дети уже достигают какого-то такого уровня, что могут выступать перед детьми, перед публикой выступать, да, и они учатся сами выступать и обучают как бы своих маленьких сверстников тоже, что можно вот так вот заниматься. Проект продолжил свою деятельность и во время ограничительных мер в период пандемии, да, как я уже сказала. Лекции, концерты проводились в дистанционном формате на YouTube-канале, в Instagram Души номер 2. Далее на презентации вы видите отчет по работе проекта.
количественный охват учащихся и преподавателей, занятых в реализации проекта, примерное количество нашей аудитории, да, мы как бы ведем тоже такой учет вот этого, да. Следует отметить, что многие дети ждут этих выступлений, им нравится выезжать на разные площадки, так как это вдвойне ответственно и волнительно. Также вместе с учащимися, как я уже сказала, переживают и их родители. Они также вовлечены в процесс подготовки и проведения концертов, лекций. И ну и в конце мне хотелось бы сказать, закончить выступление словами выдающегося мыслителя Аристотеля. Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. И раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое Екатерине Кимовне за подробный содержательный рассказ о проекте. Ну а мы с вами, уважаемые зрители, сегодня увидим здесь несколько участников творческого проекта «Рояли волшебные звуки» представят свое творчество. В проекте, как уже сказала Екатерина Кимовна, участвуют и самые юные пианисты, которые с удовольствием исполняют свои произведения и перед дошкольниками, и младшими школьниками. Итак, Ирина Королькова, балалайка, «Серый волк». Исполняют Ефремова Аня, Кулаковская Вика, ученицы 1 класса, преподаватель Евдокия Карманова. Дмитрий Шестакович, марш, исполняет Атласова Айталы, преподаватель Олеся Межевич. Юрий Весняк. Концертная пьеса «Карлсон». Исполняет Махначевский Артем, ученик 5 класса, и его преподаватель Екатерина Сергучева.
Спасибо нашим пианистам, представителям проекта «Рояля волшебные звуки». И спасибо большое вам, дорогие зрители. А сейчас мы приглашаем всех вас в малый зал на научно-практическую конференцию для учащихся детских школ искусств «Вопросы фортепианного искусства».